Я переключусь и скажу: Господи, благослови дело нам начинаем. Попросили сделать запись нашей встречи. Многие не смогли быть, хотя тема такая актуальная и больная. Потому что мы будем говорить про развод. Для православных христиан это всегда очень неприятно, это какой-то разрыв, и шаблонов тоже. Но что-то надо делать. Когда-то, в какой-то момент произошло что-то непоправимое, что повлекло за собой гибель Помпеи. Это семья, которая должна была быть счастливым, оплотом, добрым каким-то местом. К сожалению, он оказался не таковым. И вот сегодня мы будем говорить, заявленная тема такая, что ненавижу и люблю, как пережить развод и сохранить брак. Кто-то там шутил, что ну как же можно развод, тут же и семья, как же сохранять, нужно просто все рубить и все, и до свидания. На самом деле тема острая, потому что очень многие горюют. Как вы думаете, сколько сегодня, на сегодняшний день происходит разводов по статистике? Это большое, колоссальное число. Это 70-80% из 100 вновь зарегистрированных браков, они заканчиваются разводом. А вы знаете, что из, получается, первых браков это количество 40% разводов первых браков. Вторые браки, которые заключаются, они заканчиваются в еще большем количестве, это 60%. Третьи браки, последующие, это 80% отношений заканчиваются расторжением брака. То есть, чем больше у человека было разводов, тем самым он увеличивает этот вариант такой, да, что его семья тоже она потерпит фиаско. Сегодня я не занимаю позицию плохо или хорошо, я не даю нравственную оценку, что развод это плохо, а брак это хорошо. Иногда бывает и брак не совсем все хорошо. Я за то, чтобы мы сегодня посмотрели правду в глаза. И, наверное, многие бы хотели бы получить какие-то на раз, два, три методики для того, чтобы преодолеть те или иные испытания в жизни. Но я хотел бы вначале вас услышать. Что вы хотите услышать от меня? Вот вы понимаете, да, сегодня наша беседа, она будет именно о разводе, как пережить развод, и о том, как сохранить семью. Потому что после того, как ты расторгаешь брак, логично, что будет у тебя следующее отношение. Или не будет. Да, это какой случай будет. А если у тебя будет созависимое отношение, контрзависимое отношение, контролирующее отношение, то, соответственно, ты не будешь стараться с кем-то создавать этот союз. У тебя будет контролирующий. Что значит? Я контролирую отношения. Я не хочу ни с кем сливаться в отношениях. Я контролирую все мужики, и поэтому я не хочу, чтобы мои какие-то отношения строились плохо, как было раньше. А вы зачем сюда пришли? Что вы хотите от меня услышать сегодня? Да. Хотелось бы услышать, наверное, знаете, родители, которые воспитывают детей, конечно, хочется хотеть всего речь. Наверное, хочется услышать, если есть такая специфика причины, и возможно, что можно поменять, чтобы все равно. То есть, чтобы они не наступили на грабли развода. Ну да. Если же мы будем что-то делать, как супруги. Да, причина есть какая-то такая единая причина развода. Единая причина развода. И что возможно сделать, чтобы это избежать? Ну, как знаете, знаешь, что курить это плохо, да. Брать это плохо. Хорошо, я понял. Еще, что вы хотите? Если сложная ситуация в семье, причина ребенка, болезнь, развод с мужем, вот как сохранить семью, вот эти отношения? Да, конечно. Семью терять не хочется. Я вас понимаю, да. И тут же у меня встречный вопрос, а ради кого эти отношения? Ради себя или ради ребенка? Да? Тут тоже очень такой момент, который... А семья разве может быть ради кого-то одного? И ради семьи, и ради себя. Ради семьи, ради себя. Хорошо, услышал. Спасибо. Так, еще ваши предложения, ваши вопросы. С чем вы пришли, с каким запросом вы пришли сегодня на нашу беседу?
я понимаю, что эта тема, она на самом деле очень сложная. Она очень сложная. Почему и мало людей пришло. Хотя многие хотели прийти, но они смущаются. И, наверное, не решаются заканчивать отношения. Или же, наоборот, сохранять эти отношения. Они уже решили, все решили. И та женщина, которая сохраняет до сих пор абьюзные отношения, она, может быть, в некотором смысле себя же предает, она по-другому не может. Она сохраняет. У меня сегодня была интересная встреча с женщиной, которая никак не может оставить вот эту свой паттерн, когда ее отношения совсем уже в тупике, когда ее муж алкоголик, полный алкоголик, и там уже ничего, то есть сохранять уже нечего, но она остается, потому что я как-то уже говорил в онлайн-встрече, что это отношения, которые созависимые, то есть человек зависим один, да, а он созависим, женщина созависима. Или наоборот, можно быть совершенно по-другому. Женщина какой-то девиации там своей полна, да, а мужчина за ней постоянно присматривает, чтобы она что-то плохого не сделала. Это ненормальные отношения. Там нет любви, там одна боль. И статистика, она говорит об этом, что мы так и не научились, не умеем любить. А очень хотелось бы. Но самый важный момент, если ты себя не будешь любить, самого себя, принимать себя как такого человека, тебе будет очень сложно это сделать с другим. Это даже невозможно. Поэтому и многие сегодня психологи говорят, что полюби себя, но я сейчас говорю в совершенно другом смысле, качестве. Не эгоцентризм, а нормальный эгоизм, здоровый, как говорят, а здоровый эгоизм, который должен присутствовать в человеке. Ценность человеческой жизни, ценность меня, как человека, она должна быть. Я не игрушка, я живой человек. Мне нельзя присвоить. А чаще всего в отношениях другой присваивается. Ну, как же он ушел без меня? Мужчина говорит своей жене: так, ты куда пошла? На службу. Я тебе уже говорил, туда не ходить. Но подожди, это ее выбор. Ходить или не ходить в церковь. Но в то же время и она, женщина, хорошо бы, чтобы она тоже прислушалась к этим словам, что его это раздражает, когда я хожу в храм. И, наверное, можно здесь договориться, чтобы не обострять эту ситуацию, не доводить до логического конца, где будет уже разрыв, и он будет больным разрыв. То есть самое главное в отношениях, наверное, чтобы мы услышали другого человека, но в первую очередь услышали себя, самих себя, что я хочу. Отношения, которые изначально строятся на жалости, они обречены. Чаще всего это происходит. Мы думаем, что любовь, она проснется, она придет, а в итоге не получается. Не получается. Мы себя вмучим после этого любовь. Терпеть, я не знаю, до какого предела это можно делать. Насколько можно быть терпеливым. Терпеть иногда нет не то что никакого смысла, а это чревато. Потому что даже сама психосоматика, она может тебе говорить, что я уже не могу. Я уже, прислушайся ко мне. Я уже настолько сильно болею этими отношениями, что я тебе говорю, у меня начинается фобия. Говорит тело, женщине, мужчине, кто-то заболевает в этих отношениях. Эти отношения, они больные, их нужно завершать. От меня, священника, наверное, это очень неприятно слышать. Я, еще раз повторю, я не даю нравственную оценку, завершать или не завершать, плохо или хорошо. Я вообще о другом, что любви нет. Как можно сохранять, если нет, нечего сохранять, если уже давно все разрушено? Поэтому, может быть, здесь и стоит себе разрешить закончить эти отношения. Может быть, стоит себе сказать, что все, я не хочу мучиться. Я не хочу быть вот в том, что вокруг меня создалось. Но оно создалось не без меня. Оно со мной вместе пришло к тому, что мы сейчас страдаем, болеем. Все же два человека приходят к этому. То есть какие-то неправильные, неверные действия приводят семью к краху. И, наверное, стоит здесь сказать одно слово про измены. Измены то же самое.
Не бывает одного человека, который изменяет другому. Изменяет почему-то. Если же, вот признайте, вот скажите честно, если же все хорошо, все отличные отношения, муж, здесь большинство женщин, да, я хочу вот к вам больше обратиться, вот муж ваш ресурсирует вас, дает вам деньги, дает вам жизнь, дает вам свободу, дает вам возможность отдохнуть, дает вам все, что вам необходимо. Вы будете от этого уходить налево гулять? Навряд ли. Навряд ли. Также мужчины также. Мы не можем уйти от этого человека, если же нам хорошо. Уходят обычно, то есть гуляют от тех отношений, которые болезненные, больные отношения. И этого счастья хотят получить на стороне этой любви, нежности, какого-то понимания на стороне. Есть такой батюшка, отец Александр Гаврилов, я как-то его лекцию слушал, и соглашусь с теми словами, которые он сказал, что женщина, когда перестает уважать мужчину, он это уважение ищет на стороне. А хорошо, чтобы и мужчина тоже уважал женщину, но эти отношения не должны быть взаимопонятные. Это дорога с двухсторонним движением. Это не только ты мне. Ведь в отношениях обычно так и создается, что я другого пленяю для того, чтобы получать от него дивиденды. Чтобы от него получать. Не я даю, а я получаю. Вектор совершенно другой. В семье же должно быть хорошо, в нормальной, здоровой семье должно быть наоборот. Я даю, да, но с тем, что я даю, я и получаю. Может быть, я что-то не додаю, может быть, я что-то сам разрушаю, может быть, что-то во мне есть то, что я могу еще изменить, повернуть на 180 градусов. Это неприятно слышать. Это очень неприятно слышать нам. Но это так. Чаще всего развод происходит там, где нет взаимопонимания, нет уважения. Я не уваживаю другого в том смысле, который бы это необходим был бы для другого человека. Есть такая книжка Гэри Чепман «5 языков любви». Кто-нибудь слышал об этой книжке? «5 языков любви». Нет? Ага, да, нет, хорошо, по-разному, да. Эта книжка мне лично дает многое понимания в наших отношениях с людьми. Мы можем давать этот ресурс, либо этот ресурс себе забирать. Важно говорить супругам на языке супруга. У нас есть 5 языков. Я сейчас не буду говорить именно по этим языкам, по идее. Я просто вас хотел ввести в курс дела, что мы можем говорить на своем языке любви, но он может быть не тем самым языком моего супруга или супруги. Это может быть, ему вообще не нужно то, что я делаю, а ему, например, нужно внимание или же объятие. Вот просто подойти за один день, там 5 раз, вот минимум 5 раз нужно его обнять. Он там тактильник. Его нужно подойти, прямо обнять, сказать «я с тобою», и тогда у него все хорошо. И он не будет никуда смотреть направо, налево, там, или что-то еще. Если же женщина, например, у нее язык любви – это подарки, то достаточно какие-то открыточки, цветочки. Просто какие-то маленькие знаки внимания вот это давать женщине, и она будет себя чувствовать, что она желанна, что она нужна. И я бы это рассматривал не с позиции, что это какая-то ущербность человека. Наоборот, это наше достоинство. Это то, что является нашим уникальным состоянием, нашей идентичностью. И мы можем читать других людей и давать им то, что это необходимо. Кстати говоря, это касается детей. То же самое. Дети, у них тоже есть свои языки любви. И Гэри Чепман здесь дает такой совет, что как же с детьми-то, да, как попасть в их языки любви, в их язык любви. Может быть, стоит и использовать все языки любви, пока что не сформируется какой-то определенный язык любви. Домашнее задание – прочитать эту книжку. Кто уже читал, перечитать. Обязательно перечитать эту книжку. Хорошая книжка, рекомендую нам, православным христианам. Сам автор является христианином, что является очень важным. Гэри Чепман «5 языков любви». Гэри Чепман «5 языков любви». Хорошо, мы идем дальше.
Но все же, так произошло, что произошел развод. Все, нечего было собирать, карточный домик разрушен. И что дальше? А дальше два варианта. Как я уже говорил в начале, у человека есть такой вариант, что он будет контрзависим, то есть он будет контролировать отношения, чтобы не впасть ни с кем в отношения, либо будет искать, наоборот, отношения. Если же он как бы будет больным, почему и мы, создавая новые отношения, приходим к такому же, да? Почему? Потому что мы болеем вот этими сценариями жизни, которые мы воспроизводим, болезненные сценарии жизни с другим человеком. И сколько бы ни было бы, как говорят, партнеров, да, как супруг в жизни человека, все равно приходит к одному знаменателю. Потому что я такой, я притягиваю этих отношений. Ко мне приходит женщина на консультацию и говорит: батюшка, ну вот такая история, мой мужчина, он меня не понимает совсем. Выясняется, что он алкоголик, и это уже третье отношение. Второй муж тоже был алкоголиком, первый муж тоже был алкоголиком. То есть она выбирает таких мужиков, которые ставят ее в позицию жертвы. Она чувствует себя жертвой, ей выгодно быть жертвой. Потому что это стресс, который ей дает жизнь. Здесь же сделаю небольшую такую ссылку, что и мы, мужчины, выбираем таких женщин, которые бы повторяли какую-то модель с нашего детства. Может быть, мама была очень такой, как говорят, бензопила, да? Постоянно требовала, постоянно что-то было на эмоциях. И вот у ребенка вырабатывается этот гормон стресса, кортизол, и он привыкает к нему. Идет привыкание к этому кортизолу, ему нужны эти отношения. И он находит эту женщину, которая будет ему постоянно эту модель давать. Потому что с другими пресно. Если она не будет такой, то жизни не будет. Это не вкусно. Вкусно тогда, когда она выносит мозг. Это я честно говорю, что вот так вот мы по моделям ходим, к сожалению. Но когда-то же мы это восприняли, так мы научились когда-то. Поэтому и стоит, наверное, эту модель перешивать по-другому. Но вот смотрите, я сейчас не беру тех людей, которые контрзависимы, то есть они не хотят никаких отношений. Там понятно, что у них ничего не получится пока что, они не хотят ничего. А как же быть с теми людьми, которые хотели бы отношения? У них, скорее всего, будет такой период, как мы называем влюбленность. Все мы, люди, так или иначе влюбляемся, это невозможно преодолеть. Мы влюбляемся. Это в нас так заложено. Тем самым как бы снимается, наоборот, одевается пелена, которая видит человека в радужном свете, и все его недостатки. Мама, он такой хороший. Через год-два, мама, он такой злодей. Я уже не буду говорить, как именно говорят женщины, вот это около этого. Что же происходит? Да? Происходит это вот уход этой влюбленности, гормонов, когда была натянута эта пелена, розовые очки на глаза. Я хотел бы сравнить влюбленность с большой, крупной суммой денег. Давайте какую-нибудь сумму. Назовите, пожалуйста. Да? Я вот хотел бы с ней поиграть. Любую сумму, которая для вас является большой. Вот она упала вам с неба, вы ее нашли, вот эта влюбленность, которая человека охватывает. На модели денег, наверное, это будет более понятно. Какая сумма? 100 тысяч. 100 тысяч. Миллион. Миллион. Кто больше? 10 миллионов. 10 миллионов. Так, кто-то говорит, ну давайте средний возьмем. Кто-то говорит 100 тысяч, кто-то 10 миллионов. Давайте 5 миллионов. Да, 5 миллионов. Вот вы нашли 5 миллионов. А кто-то есть с экономическим образованием? Угу. Так вы не участвуете. Хорошо. Хорошо, тоже не участвуете, да? Что можно сделать с 5 миллионами? Вот 5, в ваших руках 5 миллионов. Что вы будете с ними делать? Тратить. Тратить, что будете покупать? Путешествовать, так.
Для комфорта что-то в жизни. Для комфорта что-то в жизни. Квартиру. Квартиру. Ну, на 5 миллионов можно купить квартиру, да, и там еще останется. Инвестиции. Инвестиции. Что еще? Ну, тут, в общем, а? Коммерческую недвижимость. Коммерческую недвижимость. Ага. Вклады. Что еще? Ну, какую часть, кстати говоря, из этой суммы вы бы потратили? Да, Я если... потратил? Именно в инвестиции потратил, наверное, 4,5 миллиона. 4,5. Да, инвестировал. А А половина? 500 оставил бы на себя, там, на что-то. Ну, путешествовать тоже, там, или что-нибудь. Ну, на себя. Отлично. Скажем так. Отлично, спасибо. Вы хотели что-то еще сказать и не услышал? Нет? Ага. Еще какие варианты? Вот 5 миллионов в ваших руках. 5 миллионов. Квартира, благоустройство жизни, машина. Что еще? Что еще хочется? Благотворительность, инвестиции, да, кто там говорил. И вот в ваших руках ничего не остается. Ничего не остается. Это то, что происходит через 2-3 года. Для года 1 год. Через год, 2-3. Влюбленность исчезает. Вот то, что на вас упало, оно исчезло. И вот подарки, они остаются, как якоря, памяти, но взаимоотношения меняются. Взаимоотношения меняются сверх, ну, то есть вообще по-другому совершенно, типа на 180 градусов меняются. И что дальше-то? Как вы думаете, что дальше? Вот у вас нет денег, все, 5 миллионов нет. Память только остается. Память. Очень хорошо, что не остается. Вот это вот развод снова. Очень хорошо, что не остается. То есть это то, что должно было стать любовью. Наверное, вот здесь очень важна модель это дивидендов, которые будут возвращаться. Это то, что я могу сделать вложением. И вот это время влюбленности, оно очень важно, чтобы мы не просто потратили на все, что тут хочется, а сделали усилие над тем, чтобы оно дальше в перспективе к тебе вернулось в большем эквиваленте. Кто-нибудь, вот теперь я попрошу вас включаться, хотел бы вас спросить, а вот если же под сложный процент делать вклады, постоянно делать под сложный процент вклады, как будут развиваться накопления? Не быстро, не сразу быстро, медленно. С каждым годом этот процент будет увеличиваться. Деньги же обесцениваются. Деньги обесцениваются, инфляция. Более такой стабильный. Да, стабильно. Да. Все потом зайдет на нет. А как рынок вообще устроен? Вот именно рынок, где вкладывают, биржевая структура, это как она устроена? Вы знаете? Пики, да. Так. Я сейчас говорю о долгосрочных. Да, как развивается долгосрочное? Мы сейчас будем много чего знать про деньги, инвестиции, но это важно. Но они быстрее идут в конце. Быстрее идут в конце? Во что? В доход. Какой? Во сколько раз? В 30, 50 и так далее. Смотря какой был срок. То есть дальше деньги растут не просто вот так вот, плавно, они растут вот так вот, по экспоненте. Вот так, по экспоненте. То есть они возрастают, идут вверх. Вот это вот время влюбленности нужно бы хорошо инвестировать для того, чтобы они когда-нибудь будут расти по экспоненте. Но это большой труд. Никто не хочет ждать когда-то. Зачем когда-то? Жизнь моя сейчас. Ведь так ведь? Я хочу сейчас любви. Вот все, влюбленность прошла, 5 миллионов дней, все, иссякли. А где любовь-то? Где любовь? Что делать? Самый главный вопрос, с которым приходит к психологу, это кто виноват? Сразу отвечу на него. Никто. Никто не виноват. В отношениях между супругами никто не виноват. Так случилось. Их не научили, у них не было ресурсов, у них были совершенно другие установки жизненные. Вот так, все. Это стоит только принять. Это очень больно, это неприятно, но это стоит принять. А что дальше-то делать? Делать инвестиции.
Делать инвестиции, постоянно вкладываться в то, что, может быть, даже не нравится. Вкладываться в то, что неприятно. Вот мне лично, вот у меня есть цель заработать большую, крупную сумму денег. Я говорю это с отвлечением на то, что я хочу полюбить другого человека. Это вот крупная сумма денег, когда я буду независим. Но для этого мне нужно постоянно, каждый день делать инвестиции в то, что мне не нравится. Похоже на любовь, не любовь, на семью. Я каждый день делаю то, что мне не нравится. Не похоже? Похоже на спорт. На спорт похоже, да? Хорошо, на аналоги спорта. В спорте не сразу же качаются кубики, да, ведь они через некоторое время только приходят. Потом это надо будет все поддерживать, да. Надо будет поддерживать. И так отношения тоже нужно, их нужно поддерживать. Если кто-то сегодня пришел за волшебной таблеткой, я вам скажу нет, ее нет. Если кто-то пришел за тем, чтобы услышать какой-то ответ на свой вопрос, ваш случай уникален. И вам хорошо бы идти к специалисту с вашей историей. Но то, что у вас что-то не удовлетворяет, это нужно прислушаться к себе. Нужно прислушаться к себе. Мне не нравятся эти отношения. И здесь, конечно же, нужно что-то делать. Что-то делать. И лучше всего все-таки перейти на другой язык. Что я вот так топ, наверное, 5 самых главных ошибок, которые могут, наоборот, подлить масло в огонь, расскажу. Интересно? Хотели бы? Первое, и оно является самым ключевым. Переходить на личности. Когда человек переходит на личности, соответственно, он уже как бы становится над человеком. То есть вот это уровень он, а я-то не такая, как он, поэтому я на него оперлась или оперся. Вот это ты, а это я. Вот это ты, а это я. Вот ты такой, вот такой, вот такой, вот такой, а я вот такой. Это модель. Переходить на личность. Второе – это то, что мы не сдержаны эмоционально. Мы считаем эмоции чем-то плохим, поэтому то же самое гнев. У нас завтра будет лекция с Мариной Филоникой. Я думаю, что мы будем говорить про чувства и про исповедь. И многие приносят на исповедь свои грехи в виде чувств. А чувства не являются грехом. И сейчас я назову эти самые неприятные чувства, которые не являются грехом. Зависть, гнев, раздражение. Это все чувства, и они не являются грехом. Что же является грехом? Да, наши действия. Наше согласие на это действие. Оно является грехом. Вот это можно приносить на исповедь. А вот чувства невозможно, они не являются грехом. Они могут побуждать к греху, но не являются сами грехом. Но до этого момента, мы же говорим, что гнев плохо, поэтому я буду терпеть. И что делает человек? Он накапливает у себя этот гнев. Гнев, эмоция имеет накопительный характер. И в итоге что делает? Эту банку просто срывает. Получается, переходим уже на крик, чтобы другой услышал меня. Потому что меня не было слышно до этого момента. На самом деле можно решать многие моменты просто садясь друг напротив друга. Но просто мы не привыкли это делать. Не нарушать личные границы другого человека. Важна задача в себе. Не принять его, приобщать его, вот ты мое. Вот эта вот ревность, она как раз таки показывает, что человек присваивает другого самому себе, самой себе. Присваивает. Мне нужно, а другому не хочется. Что другому хочется, когда его ревнуют, когда его охватывают свои тиски? Другому хочется выйти из этих отношений, потому что там тесно. Эти уже объятия, они становятся уже оковами, из которых хочется, наоборот, выпутаться, выйти, и человек уходит. Иногда так работает ревность. Она может быть разрушающей. Но это наша эмоция. И иногда мы как будто бы ничего не можем сделать. На самом деле, можно было сделать до этого момента. Еще задолго до, пока что эти документы не были подписаны на развод. Но важно чувствовать. Я разрешаю чувствовать те чувства, которые к вам приходят. И разрешаю чувствовать экологично.
Экологично, то есть не переходя на повышенные тона, не говоря, обвиняя другого человека. То есть понимать, что я сейчас взорвусь. Вот если он мне еще слово скажет, все, кранты ему. Держите меня семеро. Поэтому я, зная себя, ухожу в другую комнату, отдышавшись, придя в себя, я прихожу уже с другими мыслями, с другим интересом. Не победить его или ее победить. Ведь именно это соперничество. Нельзя проигрывать. Нельзя проигрывать, нельзя уступить. Какое уступить? Нет, я должен выиграть. И как раз таки остыв от внутренних переживаний, уже легче что-то делать, но на это потребуется время. Эмоции, они должны быть прожиты нормально, экологично, чтобы мы не стали разрушителями этих отношений. Важно, это уже, наверное, 3 или 4, важно говорить «я» сообщениями, чтобы другой понимал, вот, чего она кричит, я не понимаю, честно. Другая говорит, да вообще непонятно, чего он там вылился весь этот кетчуп, я не понимаю его. Потому что другой не говорит, не сообщает. Или сообщает таким образом, что ему непонятно. Вот детям непонятно, почему родители на них кричат. Непонятно. Язык непонятный для детей, крик. Совсем. Безуспешно. Не знаю, какой еще здесь сказать. Не приведет он к цели. Крик не приносит плода. Объяснение, ребенок не слышит, но и в то же время почему-то же он не слышит. Значит, он закрывается от информации. Обычно не слышит тогда, когда хотят закрыться. Такая пассивная агрессия, форма пассивной агрессии. И вот мама берет, или папа берет, там, ребенка за твой, надо, чтобы ты узнал, услышал правду, чтобы было, как мы хотим. Но это не приносит плода, хорошего плода. Это приносит невроз. Это приносит большой невроз. Так. Я могу очень долго говорить. У нас 25 минут до конца. Хочется, наверное, больше отвечать на ваши вопросы. Тема, она такая широкая. И еще раз повторю, здесь не будет четких алгоритмов действий. Делай раз, делай два, делай три. Это ваша жизнь, и вам за нее отвечать. Но я не знаю, нужно ли вам мучиться всю жизнь с другим человеком. Я не знаю. И я бы хотел сказать о следующем, что иногда и церковь, она манипулирует людьми. Говорят, что нельзя, заповедь есть, нельзя разводиться с мужем. Кто разведется, тот прелюбодействует. Но иногда бывает так, что семьи-то уже и нет. Об этом, по-моему, уже говорил. Семьи-то и нет. Но к этому привели оба. Поэтому стоит поставить отношения на паузу. Все отношения на паузу. Взять карантин на женщин, на мужиков, карантин просто. Вообще никаких отношений личных не выстраивать, потому что можно наломать дрова. Сделать все возможное, чтобы как-то реанимировать себя, понять вообще, о чем ты, человек, о чем ты. Это, наверное, было бы верным одним из выходов. Но развод – это просто действие, которое говорит, что я все, уже на бумагах, я уже не твой и не твоя. Все, хватит меня мучить. Развод – это точка, где вы можете много чего изменить в себе. В другом невозможно. Другого невозможно изменить. Можно измениться самой. Но изменить другого – это утопия. Если вы хотите, чтобы ваш муж или жена изменились, потому что вам так хочется, но, простите, это я могу вам только дать сожаление свое. Так не будет. Можно изменить только себя. Только. И другой, если захочет, он вступит с вами в новые отношения. Но с вами другими. Если захочет, с вами другими. Это важный момент. Может быть, стоит сказать еще про детей. Сохранять семью ради детей. Это очень больной момент.
болезненная точка, потому что бывают разные случаи. Еще раз скажу, что нет универсальных средств. И иногда стоит пересматривать свое внутреннее состояние, чтобы не убивать себя. Потому что психосоматика, она никуда не делась. Если ты сам себе придаешь и лукавишь себе, что будет все хорошо, он изменится. Ты сам себя или сама себя обманываешь. А тело твое не будет обманывать. Оттуда будет гипертония, оттуда будет там пищеварительные всякие истории, болезни, кишечные всякие истории, что там еще может быть. Все, что связано вот именно с психосоматикой. На самом деле любая болезнь, она именно напрямую связана с нашим «не хочу», «я не хочу так». И нам тело подсказывает: ну все, хватит, я уже не могу это терпеть, выносить на себе. Обрати внимание на свое здоровье, на меня, говорит наше здоровье. Сохранять семью, родить детей – это предательство. И в первую очередь самих себя предательство. Невозможно так сохранить семью. Невозможно. Это не любовь. И человек мучается, а ребенок все это считывает. Есть правило. Счастливые родители делают счастливыми детей. Несчастные родители делают каких детей? Несчастных. Другого варианта нет. Не существует. Мама хочет развестись с папой. Девочке 12 лет. Это все происходит в скандале, она это заявляет после долгого молчания. Вся эта ссора происходит на глазах у детей. Через 3 года происходит развод. Через 2 года девочка живет, то есть на 2 фронта, она хочет примирить родителей, маму с папой, и в то же время как-то наладить свои отношения. Но свои отношения никак не получаются. И у ребенка, этой девочки или мальчика, появляются психосоматические заболевания. Депрессия, нереализованность, какое-то состояние подавленности, ненужности и аутоагрессия. Знаете, что такое аутоагрессия? Аутоагрессия, когда я сам себя убиваю методично. Начинаю бить себя, или же начинаю членовредительством заниматься, прям выраженным членовредительством, какими-то инструментами. А может быть, это история, связанная с наглотаться таблетками, чтобы как хоть так на себя обратить внимание, что я так не хочу играть, мне не хватает любви. Ни маминой любви, ни папиной любви, потому что они заняты собой, потому что они глубоко несчастные. И вот этот дефицит, нехватка любви порождает вот такое внутреннее состояние ребенка, когда он хочет умереть, он не хочет жить в таких отношениях, потому что ребенок не нужен никому. Если говорить о здоровых отношениях, да, то мужчина печется о женщине, он вкладывается в нее, он думает о ней, чтобы привнести в нее, женщина, она должна стать счастливой, а мужчина должен помочь ей стать счастливой. Я здесь не даю опять, кто прав, кто виноват, это история других человек, отца и матери. Но вот так могут срабатывать наши психосоматические проявления в таких плохих, не очень хороших отношениях. Когда ребенок, дети тоже страдают. Они полностью зеркалят нас, они не показывают это. Дети не покажут вам, что они страдают. Если они реально страдают, они будут это таить годами. И в определенный момент вы узнаете это, но это будет уже поздно. Когда уже произойдет что-то непоправимое. Мальчишки обычно уходят в девиации, девочки, они начинают аутоагрессией заниматься обычно. И девиация тоже это аутоагрессия, на самом деле. Алкоголь, табак,
А наркотики – это тоже такое привлечение внимания. Я агрессирую, мне не запрещено выражать свое мнение, я не хочу таких отношений, меня вообще никто не слышит. А куда эту агрессию деть? Гнев-то никуда не ушел. Мы же сегодня говорили, что чувства-то никуда не уходят, их можно только прожить. А проживается это, к сожалению, болезненно для детей. Поэтому отношения ради детей – это выход или нет, я не знаю, но в то же время есть очень большая вероятность, что дети будут считывать состояние родителей и перекладывать на себя. Таким образом будет записываться неверная модель этого мира, восприятие этого мира, что привлечет такие последствия. Я не знаю, как оно выстрелит, но оно не может не выстрелить. Сколько бы я ни работал в области психологии, ко мне приходят поломанные дети. А кто их сломал? Кто им не дал? И я не видел детей, точнее взрослых, которых в детстве любили. И опять эта любовь должна быть, хорошо, чтобы она должна была быть безусловной. Знаете, безусловно, я люблю тебя, потому что ты есть. И показываю это на примере своей семьи. Знаете, самая главная задача еще какая? По отношению к детям, теперь я говорю, не к супруге, а к детям мужчины. Любить женщину и показывать эту любовь детям. Посмотрите, дети, я люблю вашу маму. И это будет для мальчиков пример, как можно любить женщину. И для девочек это будет тоже пример, как к ней, по отношению к ней можно относиться. Но это делает мужчина. Он показывает, как нужно относиться к женщине. Он записывает эту модель. Он дает понимание, как оно должно быть. А чаще всего, если мы говорим про то, что у нас 70-80% разводов, да, то где тут здоровые семьи? Где они, да? Куда ни коснись, везде боль, одна боль. И это даже не через 10 лет, а через 5 лет будет еще сильнее видно. Оно будет видно. Потому-то и происходят вот это вот разнополые всякие вещи. Потому что женщины, они воспитывают мальчишек, там, девчонок, а в нереализованности любви это происходит такой дефицит «я хочу» любви этой. Даже иногда, и простите, затрону эту тему, потому что она тоже является острой, иногда гомосексуализм – это не совсем про то, что у меня есть отклонение, это о том, что я внутренне хочу, чтобы папа в моей жизни был. Нехватка этого отца. Поэтому я вступаю в эти отношения с каким-то, простите, пардон, да, там, все, что там мы запрещаем, запрещено говорить. Не потому, что у меня биохимия нарушена, и я внутри себя женщина, а потому, что у меня дефицит внимания мужика, мужчины, моего отца. Это тоже есть, это тоже нужно видеть. И, может быть, нам стоит иногда рассматривать таких людей не как то, что они прям вообще плохие, а то, что в них нет любви, настоящей подлинной любви. Им не додали этого. Хорошо. Предупреждаю, что у нас остается буквально 15 минут, и я вам теперь даю слово, вопросы. Кто-то хочет, если задать, я готов услышать и ответить на них. Да? Есть какие-то вопросы? Да? Вот тема инвестиций любви интересна. Тема инвестиций любви, да? Да, инвестирование. Можно поближе как или микрофон? Есть микрофон второй? Можете дать? Чтобы вы слышали, я просто сделаю запись, чтобы другие тоже услышали. Важный момент, пока что мы не пошли дальше, мы не сможем сегодня все охватить. Я вообще, в принципе, хотел бы этому посвятить 3 часа. 3 часа времени. То есть это не просто 1 час поговорить, а достаточно большое. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Да, Екатерина меня зовут. К теме инвестиций в любовь.
Есть ли тут какие-то способы дозирования этих инвестиций? Если возможно, какие-то более конкретные примеры, может быть, инструменты. Я понимаю. Я, Способы наверное, взял, ага, я, наверное, скажу от обратного, что не будет являться инвестицией в любовь. Манипуляция. Это противоположное. Это не инвестиция в любовь. Если же вы начинаете манипулировать, и вам об этом говорят, то, скорее всего, вы попадаете в свою детскую какую-то историю капризной девочки или капризного мальчика, если мы говорим про мужчину или женщину. На манипуляции далеко не уедешь. То есть это, наоборот, забор. Мы говорили вначале про книжку «5 языков любви». Опять, да, мы не сможем ее сейчас обсудить, но вектор туда. Кто еще говорит? Сейчас скажу автора. Очень хороший автор. И его хорошо бы тоже Альбисети, Валерио Альбисети. Его серия книг. Он тоже христианин и дает понимание, что такое любовь, что такое семья. И он как раз-таки говорит об инвестициях друг в друга, как оно должно быть. Опять от обратного, сейчас я вспоминаю его же слова, что любовь не мыслит, когда мы другому припоминаем, что ты вчера не сделал, не вынес мусор. Любовь это не припоминает, то есть она не живет прошлым, а она нацелена на будущее. Чаще всего у нас живут обиды, в наших семьях живут обиды. А это что? Это разворот в будущее. Наши обиды – это зацикленность на прошлом. Не на будущее, а на прошлом. Да. Обида – это о прошлом, что меня когда-то где-то обидели, и я живу этими обидами. Человек не живет сейчас. Не в этом моменте он живет. Он живет в прошлом. Хорошо бы ему развернуться в будущее, но его тянет туда, обратно, в это прошлое. Наверное, говорить о том, что не является любовью, намного проще, чем говорить о любви как таковой. Потому что любовь – это не что-то, что можно описать. Это поступки. Ежедневные поступки. Ежеминутные поступки. Это контроль самого себя, чтобы не сказать ему плохо. Но опять-таки, оно не должно иметь страха. Любовь – это не страх. Иногда бывает рабское повиновение. Это не любовь. Это созависимость. Когда я не имею права голоса, и меня не слышат. Это созависимость. Любовь, она все же дает человеку право выбора. Ты можешь остаться со мной. Если ты хочешь, я тебя отпускаю. Мне, конечно же, хотелось бы с тобой быть всегда. Но я не имею никакого права тобой обладать. Если хочешь, оставайся, и мы будем создавать дальше идти. И ты имеешь всегда возможность выхода. И у тебя всегда будет возможность выхода. А это очень тяжело представить. Как? Как можно отпустить руки? Нет, иди сюда. Я хочу, чтобы ты был моей. Я не могу допустить. Про меня скажут, на меня будут пальцем показывать. Есть другие установки. А что же родители? Там они же мне будут звонить, там, отчитывать меня. Или же что-то еще. То есть я буду неполноценным. То есть как будто бы другой, он дает тебе твою полноценность. Ты не сам по себе человек, а только человек только тогда, когда с другим человеком ты находишься. Такая форма созависимости называется наслияние. Когда другой сливается с другим человеком. И если он уходит, то моей жизни нет. Меня самого нет. Моя жизнь может быть только с другим человеком. Я об этом говорю. Я не о том, что мы друг к другу привыкаем, и нам хорошо друг с другом, и когда он уходит, я грущу. Это о другом. А я о том, что есть токсичная вот эта вот привязанность, которая лишает человека вообще жизни. Он не живет своей жизнью. Он живет интересами другого человека. Это болезненные истории, которые не будут продолжаться, они не имеют продолжения. Они, как знаете, как гнойничок, он будет в дальнейшем просто все больше и больше разрастаться, быть болезненным. И тут недалеко, наверное, даже до психиатрической больницы.
Здесь уже мы шутим, психологи, кто не плачет у психолога, тот смеется у психиатра. Вот, есть такой момент. Поэтому нам нужно разбираться в своих болезнях. Некуда. И иногда священники не могут помочь. Это правда. Иногда священники, наоборот, усугубляют положение и говорят: терпи, Бог терпел и нам велел. Ты что это? Налево собралась? А как же вот Евангелие говорит тебе? А Христос везде, на каждой страничке Евангелия говорит следующее, что нужно любить. И без любви любые отношения, они бессмысленны. Помните разговор с женщиной, которая Христа, с самарянкой, которая пришла набрать воды? Он сказал: приведи своего мужа. Я сейчас вам все расскажу. А у меня нет мужа. Нет мужа. У нее не было мужа. У нее было 5 мужчин, а не было мужа, который бы действительно ее любил. Этот дефицит, он был и до нас, и будет после нас. И вот наша задача стать здоровыми, чтобы в нас была здоровая любовь, наше восприятие было здоровое. Оно начинается не с другого, когда мы заставляем другого любить меня. Люби меня, как я тебе сейчас скажу. Она начинается с себя, что я даю тебе свободу, я хочу трудиться над собой. На самом деле, да, проблема во мне. Это мне не хватает интимной близости. Это я не вкладываюсь в наши отношения. Это я разрушаю сам своими репликами, обидами. И не замечаю за собой. Другого я ничего не могу сказать, честно. Волшебной таблетки не существует. Не будет. Нужно себя брать и над собой работать. Может быть, после развода будут у вас эти же отношения с этим же супругом или супругой, но они будут другими, если вы проработаете себя. Они будут тоже другими. Еще раз, да, момент такой. Я не за развод и не за семью, если она является мучением. Если там нет любви и счастья. Ответил ли я на ваш вопрос? Или же не совсем? Юрка, да? Очень, Юрка. Да, такой я. Что поделать? Ну, вот такая жизнь. Нету четких алгоритмов, да, вот делай раз, делай два, делай три. Нам очень хочется их получить. Что за инвестиции? Инвестиции всегда любовь. Любовь всегда, если же говорить конкретно, да, что это любовь, любить это делать, любить это глагол. Значит, надо делать. Что делать? Вот здесь, наверное, адресую первому посланию Коринфянам апостола Павла, 13 глава, где он говорит: любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не обманывает, не гордится, не ищет своего. Да, это все вот о любви, о нашем состоянии. Но иногда даже вот это вот то, что если человек делает, не совсем то, что ему не хватает, а оно идет в другую сторону. Происходит манипуляция. И если же зрелые люди входят в брак, брак будет. Если дети входят в брак, брака не будет. Зрелость человека важна, когда я не живу прошлыми обидами, а легко дальше формирую отношения. В семье должны быть взрослые, а взрослых нет. Как у одного священника спросили: батюшка, а в чем проблема? Почему расстаются? Батюшка отвечает: а взрослых нет. Нет взрослых. Дети, одни дети с обидами носятся на исповедь, и все. Вот так вот. Вопрос какой-то есть еще? Или нужно и дальше развить? Вопрос ваш. Может, перефразировать, может быть, стоит перефразировать по-другому. Вот именно о дозировании. Здесь, может, манипуляция не тот, кто инвестирует, а тот, кто может как раз-таки пользоваться этой любовью. Но невозможно пользоваться, то есть невозможно только отдавать. Если у вас семья, то здесь оба вкладываются в эту семью. Невозможно, один вкладывается, другой получает только. Такого не должно быть, это перекос. Я говорю о том, что если один вкладывается, значит другой вкладывается. И здесь в любви один важный момент. Апостол Павел тоже говорит: на таковых нет закона. На чем? Долготерпение, любовь, милосердие, радость. Невозможно ограничить. Можно дать закон только лишь тому, где есть беззаконие.
Беззаконие это что? Да, вот я могу открыть, посчитать. Дам потом ссылку. Потому что точно не помню. На беззаконие мне как-то не очень хочется туда уходить. А вот на чем нет закона, это вот то, что является любовью. Невозможно сделать границы любви. Их нет. Любовь, она может быть во всем. И нету здесь дозированности. Может быть, вот это вот с примером он будет более нагляден. Иногда мы, родители, боимся разбаловать детей. Наверное, в этом, да, вот что-то такое, очень похожее. Но если же родитель любит, он не может разбаловать. Потому что если же он любит, он скажет, здесь нельзя, запрещаю тебе. То есть он умеет говорить «нет», когда это необходимо, и умеет говорить «да», когда это необходимо. Но строить отношения на сладком, только сладком, это утопия. Или же на директивном тоне постоянно отказывать, это тоже неверно. То есть должен быть какой-то баланс. Я чувствую другого человека, и себя чувствую. И я вкладываюсь, и другой вкладывается, и я это вижу. И тогда не будет никакого дефицита. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Хорошо. А тогда будем заканчивать нашу встречу. Вам даю слово. Нужно будет вам сказать, кто хочет, какие вы возьмете для себя инсайты. Что вы услышали сегодня, старое или новое, или что для вас было сегодня важно. Там мы сегодня говорили о том, что есть такой развод, и что такое семья, о любви мы говорили, о воспитании детей, о том, что бывают и дети в семье, и они тоже мучаются от развода, и что это, с чем это делать. Мы не ответили, что с этим всем делать, потому что это у каждого есть своя история. Но с этим надо что-то делать, обязательно. Ваши инсайты. Я вам очень благодарна. Сейчас можно? Это Через микрофон. Я очень благодарна за встречу и за то, что вы... Спасибо, Евгения зовут. Я очень благодарна за встречу и за то, что вы рассказали про язык любви. Я действительно скажу, что я свои 36 лет не осознавала, что у каждого человека есть свой язык любви, и у мужчины, и у женщины, и у ребенка. И, наверное, наша задача понять его. И тогда, если я буду понимать, что это язык любви, значит, у меня будет большой плюс. Да. Спасибо вам. Да, очень хорошо. Спасибо. Еще кто-то хочет это сказать, пожалуйста? Буду очень рад. Это нужно не только мне, это нужно другим. Чтобы, может быть, они по-другому услышали эти слова. Чтобы они зашли другому человеку. Нет. Сейчас, секундочку. Нет, не хочу я. Не хотите, хорошо. Спасибо вам. Вы напомнили еще раз, что в счастливом браке только счастливые дети. Если брак несчастлив, и ребенок там несчастлив. Поэтому для принятия решения вы показали, чтобы вырастить счастливого ребенка, я должна быть в первую очередь сама счастлива. Да, да, верно. Да, спасибо. Вы напомнили это. Спасибо. Благодарю. Ну, хорошо, хорошо. Еще кто-то вот последний, может быть, слово, реплика какая-то. Вот. Да, конечно. Еще раз про чувства, то, что вы сказали, что нет плохих и хороших чувств. Ну и про исповедь, потому что мы часто исповедуем о своих чувствах, о гневе, там, зависти, злости. И, вот этот инсайт, потому что это неплохо, это хорошо, и вот над этим надо работать, и это нужно прорабатывать. Спасибо, благодарю, да. Хорошо. Я вас тоже искренне благодарю. Вы очень благодарные слушатели. Хорошо, что вы не принесли с собой помидоры или что-то еще. Во всяком случае, мне тоже было полезно побывать вместе с вами. Я думаю, что мы еще как-нибудь, может быть, через месяц встретимся и будем дальше идти этим путем. От вас я жду какую-нибудь тему о семье. Вот именно мы сегодня говорили очень широко. И понимаете, да, это невозможно. Давайте сузим какую-то тему, какую-то конкретную тему возьмем. И, может быть, встретимся в онлайн-пространстве через ВК. Или же где-то возьмем тоже такое же помещение в библиотеке или же в другой библиотеке. В общем, у нас очень много возможностей, чтобы проводить эти беседы. И я готов общаться, если вам это будет необходимо. Вот, на этом я сегодня завершаю встречу.
Спасибо вам. Всех благодарю. До свидания. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые участники, если у вас возникнут какие-то предложения, вы можете обращаться в библиографический отдел Национальной библиотеки. Мы с вами обсудим возможность рассмотрения различных тем. И эти темы мы потом представляем батюшкам нашим и формируем дальше уже наши планы на будущее. Хорошо? Если кто-то хочет, чтобы его извещали по телефону, вы можете также оставить свои номера телефона, вас будем оповещать о всех предстоящих мероприятиях. Но мероприятия у нас регулярно проводятся каждое третье воскресенье месяца в 2 часа. Сегодня тут небольшая вкладочка у нас случилась 14:30. А так, каждое третье воскресенье в 2 часа, пожалуйста, приходите и участвуйте. Спасибо вам большое. Спасибо.